Добрый день! Ребята, отгадайте загадки. Он большой, как мяч футбольный. Если спелый, все довольны. Так приятен он на вкус. Что это? Арбуз. Окраской сероватая, повадкой вороватая, крикунья хрипловатая, известная персона. Кто это? Ворона. Любопытный красный нос по макушку в землю врос. Лишь торчат на грядке зеленые прядки. Что это? Морковка. Голодная мычит, сытая жует, всем ребятам молоко дает. Кто это? Корова. Слова, которые мы называли, отвечают на вопрос «кто» или «что». Такие слова называются в русском языке имена существительные. Имена существительные мы употребляем чаще, чем другие части речи. С давних времен человек хотел назвать все явления и предметы, которые его окружают. Эти слова закрепились в языке. Существительное говорит само за себя. Это слова, которые существуют. Грамматика определяет имя существительное как самостоятельную часть речи. Она обозначает предметы и отвечает на вопросы «кто» и «что». Имена существительные обозначают предмет в широком смысле этого слова. Это могут быть конкретные предметы: дом, ручка, стол, машина. Живые существа: девочка, мальчик, собака, медведь. Растения: подсолнух, береза, ромашка, ель. Это могут быть явления природы: дождь, снег, радуга. Указывать на географические названия: Бишкек, Москва, Иссык-Куль, а также события: праздник, парад. Могут обозначать вещества: сахар, мед, хлопок, бензин, металл. Имена существительные могут отвечать на вопросы: кого, чего, кому, чему, кем, чем, о ком, о чем. Начальной формой для имени существительного является форма именительного падежа единственного числа. Общими грамматическими признаками для имени существительного являются одушевленность и неодушевленность, собственность или нарицательность, род и склонение, а также число и падеж. В предложении существительное чаще всего является подлежащим, а также может быть дополнением или обстоятельством. Подведем итоги урока.